Это уже ни в какие рамки. Почему таджики не могут спокойно выйти на улицу? Подписывайтесь на обновление точно, будете в курсе всего самого важного. В России проходит федеральное комплексно-оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2023». Российские СМИ со ссылкой на МВД сообщают, что первый этап операции будет проходить с 19 по 25 июня, со 2 по 8 октября текущего года. Операция «Нелегал-2023» стала своеобразным продолжением задержания граждан Таджикистана в России. Начиная с прошлого месяца были получены десятки видеороликов из разных уголков России о рейдах и издевательствах над таджикскими мигрантами. Различного рода проверки проводились и днем, и ночью по месту жительства и работы мигрантов, уточнили собеседники. Нередко, как говорят мигранты, задержания сопровождались не только жестоким обращением и оскорблениями, но и избиением. Мигранты из Таджикистана на отправленных видео рассказывают, что проверки ужесточились 19 июня. На одном из видео запечатлена сцена бегства мигрантов из парникового хозяйства в городе Подольск Московской области. Нам пришлось спасаться бегством. В настоящее время находимся в лесу. Здесь есть небольшое озеро. Если сотрудники полиции придут сюда, то мы пересечем его вплавь. Сейчас полицейские проверяют каждый парник, рассказывает один из мигрантов. По его словам, он вместе с 7 соотечественниками и мигрантами из других стран рано утром 21 июня покинули общежитие. Сотрудники полиции пришли рано утром и начали задерживать всех без разбирательств. Задерживали без разбора таджиков, узбеков, китайцев и вьетнамцев. Некоторые успели спастись бегством, других отправили в отделение полиции, говорит собеседник, пожелавший остаться неназванным. Судя по видеокадрам, охота на мигрантов проходит не только на стройках и предприятиях, но и на сельскохозяйственных полях и парниках. Очевидцы рассказали, что сотрудники полиции Красноярска задержали около 100 мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана в одном из местных парниковых хозяйств. Полицейские провели обыск в общежитии мигрантов, которые находились на работе, и забрали их деньги, мобильные телефоны и другие вещи. Людей здесь не нашли, но забрали все, что плохо лежит, даже зарядное устройство. Ну что сказать, здесь один из мигрантов оставил свой телефон, его конфисковали. Смотрите, что здесь творится после обыска. Разве так можно? Возмущается один из мигрантов. На другом видео, которое отправили мигранты из Екатеринбурга, видно, как сотрудники полиции задерживают всех иностранных работников обувной фабрики. На этом предприятии работали 25 граждан Таджикистана, в том числе 10 женщин. Мигранты говорят, что полицейские задерживали их, хотя они работали официально, и все документы у них были в полном порядке. В такой ситуации оказались иммигранты в московском районе Южное Бутово. На видео, которое оказалось в распоряжении, видно, как задержанных мигрантов на автозаке доставляют в отделение полиции. Собеседники рассказали, что после проверки некоторых мигрантов оштрафовали, других решили депортировать из России. СМИ пишут, что целью операции «Нелегал-2023» является выявление и пресечение каналов незаконной миграции граждан из третьих стран в Российскую Федерацию, а также пресечение деятельности преступных сообществ, причастных к организации незаконной миграции, экстремистской и террористической деятельности, незаконному обороту оружия и наркотических средств. В России с мая полиция проводит рейды и задержания мигрантов, в основном граждан Таджикистана, не только рабочих на стройках и промышленных предприятий, но также студентов. Силовики приходили в места проживания мигрантов ночью или ранним утром, поднимали людей, проверяли документы, а тех, кто начинал задавать вопросы, избивали и задерживали. Власти Таджикистана обращались к властям России по поводу этих рейдов, но официального ответа не было. Мигранты говорят, что после их жалоб ситуация ухудшилась, задержания и проверки только ужесточились. А как вы относитесь к такой ситуации? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.